Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на долгожданные события. Что идет в вашу жизнь, что случится, что приключится, что поменяется. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть Вселенная раскроет все свои тайны. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О боже, тюльпан и рыбка. Классная отсыпка. Смотрите на эту рыбочку. Прекрасная рыбочка. Так, давайте пойдем по порядку. Долгожданные события – это то, чего вы очень-очень долго ждали. И то, что сейчас начнет происходить в вашей жизни. Буквально не сегодня, а завтра. Во-первых, здесь какое-то препятствие. Причем препятствие благодаря либо из-за каких-то людей. Да? Не давалось, не получалось, вас блокировали, вас прогоняли, вас не впускали, вам отказывали. То есть какие-то люди взяли на себя такую смелость вас не пропустить. И было рукотворное препятствие. Смотрите, это препятствие, оно как воздушный шарик, да, сдувается, причем сдувается на ваших глазах. А почему? А потому что эти люди, которые вам препятствовали, они потеряют свою силу. Власть, силу, полномочия, в принципе, да, станут никчемными. Препятствие уйдет. То, чего вы так сильно хотели, либо то, к чему вы так сильно стремились, станет вам доступно. Допустим, вы хотели занять какую-то должность, а кто-то был против этого. Да? Человек увольняется, либо его увольняют. Да? Путь свободен. Вы хотели чем-то заниматься. Вы хотели чего-то добиться, да, и были люди, которые вам это не позволяли, не допускали. Да? Люди уходят, уезжают, увольняются, болеют, по-всякому может произойти. Путь вам открывается. Дальше. Здесь какой-то мужчина созреет, в прямом смысле слова, как яблочко созреет. Много вы очень времени потратили на этого мужчину. Кто-то потратил на то, чтобы его воспитать. Кто-то потратил на то, чтобы его дождаться, уговорить. Да? По-всякому бывает. Здесь любовная тема, однозначно. Девочки, вы все разные, поэтому каждая просто принимайте на себя. Вижу вас и вижу мужчину. Мужчину, которого вы долго ждали, на которого вы потратили очень много времени. Здесь мужчина дошел до нужной кондиции. Здесь мужчина сделает ровно то, чего вы от него ждали, чего хотели. Понимаете, у всех по-разному. Кто-то хотел, чтобы мужчина выбрал, например, вас, да, он вас выбирает. Кто-то хотел, чтобы мужчина, не знаю, купил что-то, мужчина это покупает. Кто-то ждал предложения, мужчина делает предложение. Может быть, вы хотели, чтобы он ипотеку на себя оформил, он это сделает. В любом случае, яблочко созрело и прям в ручке вам падает. Здесь уже ничего делать не надо, просто надо так ручку подставить, да, и все будет. Либо ему свою руку дать, да, в зависимости от того, что он будет для вас делать. Так, в следующем моменте. Тут денег касается, денег, прибыли. Прибыль, деньги, поступление денег, получение денег, рост зарплаты тоже сюда можно отнести. Смотрите, здесь какая-то несправедливость была, причем несправедливость, она... Это еще как-то противозаконная несправедливость. Не знаю, может быть, вас обсчитывали, может быть, вам не додавали, может быть, конкуренты у вас слишком злобные были, да? Всегда вперед вас пробегали. То есть что-то такое было нечестное, несправедливое и никчемное. Здесь ситуация разворачивается, и наконец-таки чаша весов становится в правильную позицию для вас. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но то, что денег у вас станет в разы больше, это я вам гарантирую. Не просто больше, а в разы больше. У кого-то в 2 раза, у кого-то в 3 раза, у кого-то в 10 раз. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Здесь именно большая-большая рыба в виде пойманной рыбы уже к вам падает.
То есть это не то, что еще нужно там ловить, бегать за ним, там удочку закидывать, невод закидывать, а оно уже случилось. То есть вы то, что вы должны были по справедливости получать и недополучали, наконец-таки идет к вам в руки. Здесь четко показали весы, которые чаша на вашу сторону и огромная рыба на вашу сторону, пойманная рыба. Так, здесь очень красивый тюльпан, очень красивый, он распускается. Ну, по тюльпану это вы, ваше цветение, ваше здоровье, ваше состояние, ваше настроение. Возможно, под действием каких-то неприятностей, проблем со здоровьем, в принципе, атмосферы вокруг вас. Вы чахли, да, ничего не хотелось чем заниматься, опускались руки. Может быть, как усталость какая-то постоянная, хроническая. Может быть, не для кого в конце концов было, да, цвести и пахнуть. Эта ситуация меняется. Идет ваш расцвет. Идет улучшение не только внутреннего состояния, но и внешнего. Кто-то из девчонок, например, получив свободные деньги на руки, может их потратить, вложить в себя. Да, кто-то из девочек, например, вот мужчина начинает действовать, думает, ага, все, буду теперь красивая, есть для кого, да, ухаживать за собой начну. А у кого-то, например, отыграется какое-то лечение, может быть, дорогостоящее лечение, но было недоступно, либо было невозможно в том месте, где вы находились. То есть улучшаются внешние события и улучшаетесь вы. Причем как внутри, так и снаружи. Так, здесь у вас какой-то очень пухленький котик, ласковый пухленький котик. А вы приручите этого котика, приручите. Возможно, это человек, с кем у вас противостояние. Возможно, с этим человеком вы что-то делили, да так и не поделили. Возможно, человек какую-то вот позицию антагониста занял, и вы ничего с этим не могли поделать. Но я вижу ваш большой плюс. Поскольку вы очень скромный, спокойный и доброжелательный человек, вы просто вот временем этого противного злого кота вылечили и превратили его в нежного котика. То есть здесь человек как будто бы признает, кто вы такая. Человек оценил вас по вашим действиям, по вашему отношению. То есть человек вас не боится, человек не считает, что вы там, можете что-то сделать не то. Человек понимает, что можно на вас положиться, что вы добрая, что вы порядочная. То есть меняет свое отношение с грозного на доброе, с такого, противостояния на милые беседы, дружбу, взаимопонимание. Здесь очень классное событие для вас. Просто вы как-то с этим человеком вынуждены, постоянно либо контактировать, либо что-то делать. Вот. А когда между вами была напряженка, это прям ужасно было. Сейчас все меняется, между вами воцаряется теплота, доброта и какое-то дружелюбие. Кстати, девчонки, у кого были проблемы со свекровью, либо с невесткой, женщина, вы с ней должны контактировать, вы с ней связаны родственными узами, да, и у вас прям была конфронтация, противостояние, все меняется. Вы с ней договоритесь, по крайней мере, она будет к вам очень доброжелательно настроена. Вот. А поскольку вы человек очень открытый, добрый, я думаю, что вообще проблем не будет. Так, дальше. Тройки, две тройки. Две тройки и два человека. Я так понимаю, что вы либо обучаться будете у этих людей, либо вы благодаря этим людям чему-то научитесь, да, и так может отыграться. Кто-то пойдет на курсы, на одни курсы, на вторые курсы, может, еще дальше пойдете. А кто-то, послушав умного человека, поймет, что нужно делать, чем нужно заниматься. То есть эти два человека, они вас подталкивают к этим тройкам. Может быть, расскажут, надоумят, подскажут, может быть, и обучат, да. То есть здесь идет сплошная польза, идет сплошной позитивчик, и благодаря этим людям и этим знаниям вы всходите на какую-то более высокую ступень не только своего развития, но и своих достижений, своих возможностей, своего всяческого обретения, приобретения. То есть через науку, через знания вы идете к звездам, да, к своим желаниям, к своим мечтам, к своим исполнениям. Очень светлые люди. Один человек по возрасту приблизительно как вы, другой человек намного старше вас.
либо намного, ну, не знаю, опытнее. Может быть, у человека больше каких-то званий, статусов, титулов, регалий. Но хорошие люди. Вам очень повезет, что вы с этими людьми встретитесь. Ведь благодаря этим людям вы приобретете вот эти просто жизненно необходимые знания. Знания, которые вас возвысят, однозначно возвысят. Очень многие люди несерьезно относятся к знаниям, к образованию. А это абсолютно деструктивно, мои хорошие. Хотите чего-то добиться, хотите вырасти, хотите занять свое место, так, пожалуйста, учитесь, и учиться никогда не поздно. И помните, что знания за плечами не носить. Чего бы это ни касалось. Курсы, образование, университеты, либо просто добрые люди, которые вам дают очень классные положительные советы. Ну, учиться, да, учиться, однозначно учиться. И расти. Расти туда, куда вы хотели. Занять свое место. Так, дальше, долгожданное событие. Здесь мужчина утку поймал. Утку поймал, причем такой счастливый, такой довольный. Ну, по утке это прибыль, это деньги, это работа, это возможности. Почему это для вас долгожданное событие? И я так понимаю, что это ваш мужчина, либо ваш партнер мужчина, либо ваш, например, сын. Сын, вы очень переживали, чтобы устроился на хорошую работу, чтобы зарабатывал деньги, чтобы обеспечивал. Да? Может быть, вам нужна финансовая, материальная поддержка. Ну, в принципе, да, это нормально, когда в семье мужчина должен зарабатывать, да, и содержать свою семью. А он, возможно, по какой-то причине этого не делал, либо не получалось, что-то не сходилось, да, может, просто ленился. Ну, по-всякому бывает. Это не важно, это мы не будем ковырять. Главное, что он эту утку поймал, и он ее несет к вам, в правую сторону несет. Не от вас несет, что типа, ага, у меня теперь бабки, я теперь могу делать, что хочу. Не-не-не, он к вам несет и говорит, смотри, любимая, родная, милая, либо мамочка, смотри, вот она уточка, вот она тебе, понимаешь, тебе. То есть это поддержка со стороны мужчины, именно финансовая, материальная, благодаря его какой-то работе, либо какой-то его деятельности, причем успешной. Вот чтобы вы понимали, успешно. Смотрите, у вас тут свои деньги приходят, еще и мужчинка какой-то вас деньгами снабжать станет. Красота, красота. Так, дальше идем. Здесь вас показали лидером, не знаю, лидером мнений, лидером в своей семье, лидером, может быть, в своем коллективе. То есть здесь на вас как будто бы надевают корону и говорят, вот носи, теперь ты наша королева, либо ты наш король. Это будет, конечно, не так, как я сказала, но это будет так ощущаться. То есть вы понимаете, что к вам прислушиваются, от вас зависят, к вам идут за советом, за подсказкой, за поддержкой, за вектором, да, куда двигаться, покажи направление, куда мне двигаться. На самом деле вы давно уже этим занимаетесь, но раньше вас не хотели слушать, может быть, как-то относились даже пренебрежительно, особенно на работе в коллективе, особенно там родственнички ваши так относились. Не ближние, а там чуть подальше. Но теперь все очень резко меняется. Теперь вам будут говорить спасибо, вас каждый раз будут благодарить за то, что вы есть, за ваши дельные, ценные советы, за то, что вы соизволили, да, дали как милость, да, вот оказали такую милость помочь, подсказать, обратить внимание. Ну а кто-то из вас действительно займет какую-то роль в обществе, какую-то должность. Может быть, вы даже как станете представителем каких-то людей, но вы вещать будете, и вас слушают. Плюс вы, возможно, станете вхожи в какие-то организации, не знаю, дома, учреждения. То есть у каждого по-своему отыграется. Может, вас коллектив вашего дома будет выдвигать на какую-нибудь там должность, дом управления, либо, ну не знаю, как это правильно называется, да, вот представлять интересы там жильцов, либо представлять интересы какой-то определенной группы, категории людей. Вот у кого-то прям, да, карьера еще ждет. Карьера такого вот человека, лидера мнений. Но хороший момент. Вы действительно лидер, бесспорный лидер. Просто раньше никто на это внимание не обращал. Люди, ну, как типа это должное, да. Даже спасибо не говорили. Теперь все резко меняется. Так, еще... Неожиданно какой-то человек выйдет на контакт, выйдет на связь. Человек, о котором вы думаете,
Человек, которого вы содержите в своем сердце, опять же, вы все разные. У кого-то это любовная тематика, у кого-то это родственные связи, у кого-то дружеские связи. Вот этот человек наконец-таки выйдет на контакт, причем не просто так, типа «привет, пока», а нормальный контакт, постоянный, развивающийся. Да, может быть, даже вы как-то что-то вместе будете предпринимать и делать. То есть человек до поры до времени где-то находился, причем никак себя не афишировал, не общался, даже как-то разорваны были контакты, потеряны были контакты. Этот человек находится, и общение продолжается. А у кого-то из вас отыграется, что человек вернется в прямом смысле слова. Потому что здесь, смотрите, еще дорога выходит. Помимо птицы, еще и дорога выходит. Вернется в вашу жизнь. Да? Человек куда-то уехал, ушел, переехал, может быть, даже. Человек возвращается, контакты возобновляются, и будет лучше, чем прежде. Так, ну и вот она прекрасная рыбочка. Но эта рыбочка явно золотая, и явно она исполняет ваши желания. Особенно все желания, которые связаны с материальным. Будь то деньги в чистом виде, будь то какие-то дорогие покупки, будь то какие-то, не знаю, прибыли, сверхприбыли. То, что вы хотели, то, что вы просили, то, что вы загадывали, оно точно будет. Потому что вы молодец, вы работали, вы не просто сидели и ждали. Ну когда же эта золотая рыбка приплывет ко мне? Нет, вы работали, вы пахали, вы подготовили прекрасную плодотворную почву. Теперь рыбочка пришла, да, и будет рост, и будет развитие, и будет то, чего вы очень сильно хотели. Здесь даже в венце чаша выходит, из которой проливаются блага. Причем они проливаются как те, которые вы просили, так и те, которые вы даже и не мечтали. Понимаете, вот она, огромная чаша, видите, с нее проливается в две стороны, и вправо, и влево. Мои хорошие, жизнь меняется, вы это заслужили, вы это заработали. Это не первая отсыпка, которую я вот прям читаю, как очень крутые перемены в жизни. Будет то, чего раньше никогда не было. Будет то, что вы хотели, ждали, и будет то, что прям превзойдет все ваши смелые мечты и ожидания. Вот пришел ваш час. Да? Хватит страдать, хватит терпеть, хватит за все платить. Теперь пришло время жить на полную и наслаждаться своей жизнью. Прекрасные знаки. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.